Ну что, сегодня хоть поспал с выпрямленными ногами. Нормально. Лагерь поставлю. Ночую. Так вот здесь жестко все загорелось, конечно. Банька опустила, можно. Ну все, мое кочевание походу закончилось. Я наконец-то сплю в нормальной постели. Ну что, все, отработал. 8 часов вечера. Еду в Покровск к Илюхе. Они там работают. Позвал меня там потусить. Баньку сделаем. Так что сегодня можно отдохнуть. Посплю там. Ну, на базе, я так понял, что у них где-то там есть вагончики. Нормальные койки. Владимировка пока. Еду в ночь. Дорогу еще посрезали тут кусками, блин. Посрезали и не положили. Стрёмно так ехать по этой штуке. Чуть дальше Покровска уехал, оказывается, за Максоголох аж. Ну, где-то 88 километров от Якутска. База дорожников тут. Такая вот техника. Вот где, походу, сегодня будем ночевать. Столовка. Ничего себе, тут нормально. А генератор так и будет шуметь, да, всю ночь? Так это же спать невозможно. Все, давай топить. Лень нам щепу рубить, мы вот так вот решили. Ну все, пошла жара. Сколько там? Часик, да? Полчасика. Опять нарушил свое правило не лезть руками голыми. Жестко прижег. А, так это вот контейнер, который на фурах, да, возят? Из него сделали, да? Так. Здесь стиралка даже, да? А, вот здесь помывочная. Прикольно. Как я люблю баньку. Посмотри-ка, сколько. Топку забил. Сейчас пойдем греться. С веником давно не парился. Ну-ка. Все, 3 часа надо спать идти. Завтра с утра еще кататься очень много придется. Ну что, сегодня хоть поспал с выпрямленными ногами. Нормально. Время 12, лег я в 4 где-то. На втором ярусе, все на работе. Илюха тоже пошел работать. Сейчас мне покажет, куда там ехать, порыбачить. Ой, погодка сегодня отличная. Такая вот тут база днем. Баня. Не смог проехать мимо. Сосновый Бор, мой родной город. Ленинградская область. Там я рос. Я окончил школу. Да, еду и очередной раз убеждаюсь, как же я люблю деревни. Вот она, Бугнихтах. Я бы здесь пожил бы с удовольствием какое-то время. Здесь, ну, либо в каком-нибудь подобном месте. Сделаем обязательно. Вот школу новую построили. Тоже круто. Я рад, что развивается село у нас. Это нужное дело, надо развивать. Вон Тукуланы. За магазином поворот налево вниз. Я надеюсь, я все правильно понял. Красота сегодня. Верно провел время, но ничего не поймал. Попробую сейчас заехать на остров, где-то тут пересеку сейчас. Ладно, все, поразвлекался и хватит. Сейчас уже вечер. Время у нас 6 часов. Если хочу сегодня в гамаке заночевать, надо бы пораньше приехать. Если еще будет не сильно темно, лагерь поставлю. Заночую. Вот тут неделю назад УАЗик перевернулся. Загорелся. Но говорят, люди все целы. Но он загорелся, и вот тут мост сгорел. Старый мост был. Так что надо аккуратно сбавлять скорость на поворотах. Полностью выгорел.
Так приятно, сейчас парни на мойке подошли, узнали меня. Один из них вообще с первых дней смотрит роликами, так что, парни, вам привет. Вот моются. Одного из ребят зовут Виктор, с ним поближе немножко познакомились. И, Виктор, еще раз тебе здорово. Мне на самом деле очень приятно, когда меня узнают, мне до сих пор это непривычно. Я как-то все время стесняюсь. Ну, приятно, реально приятно. И вдвойне приятно, если это те, кто со мной вообще с первых роликов, кто с самого начала следит. Потому что это, вот те, кто смотрит меня с самого начала, вы знаете, видите мой путь в деталях. Потому что люди, кто позже присоединился, вряд ли, наверное, пересматривал предыдущие ролики, подробно. Так, может, 1, 2, 3, и вот смотрят новые. А если вы следили вот с каждый ролик от начала до конца, вы видели мой путь. Это вдвойне приятно, потому что вот я именно вот это все делаю, в том числе для того, чтобы со всеми вами этим поделиться своим. Вот такие дела. Время уже сколько у нас? 21:47, опять я запозднился. Так что сегодня опять, наверное, придется ничего не мудрствовать, никаких гамаков, там, палаток. Времени уже нет, я еще 1,5 часа мне добираться, пишет навигатор, 1:24. Это до дачи. Я, наверное, сегодня опять на даче у Лизы ночую. До чего же нам тяжело отказаться от комфорта. Сейчас я доехал до дачи, припарковался и нашел отличные березины, там вот чуть глубже, где можно повесить гамак. Единственное, что я забыл пенку у Ильи забрать, она у него в машине осталась. И мне нужно в гамак обязательно что-нибудь стелить, иначе задубею. Сейчас вроде, есть такая возможность в гамаке поспать, я люблю очень в нем спать. Но на улице уже дубак, уже холодно, ходишь в шапке, в одежде, в куртке, а в машине тепло, нагрето. И тут так комфортненько, думаешь, сейчас мне 3 секунды там завалиться на заднем сиденье и все, и спать, уже дело привычное. Или немножко поднапрячься и гамак повесить. И в гамаке, в принципе, тоже кайфово спать на свежем воздухе, только вот придумать, что постелить вниз туда. Подумаю, сейчас посижу. Ладно, решил поднапрячься. Сделаю. Сейчас вот тут вот раз. Проверим. И готово. Почти, только сверху сейчас кинуть. Так. Ну что, сегодня наконец покайфуем на свежем воздухе. Почти готово. Вместо пенки нашел самонадувающийся коврик. Можно заваливаться, дрыхнуть. Пока никаких особых приключений не было, в принципе. Я и не ожидал, что они прям будут. Надеюсь, спина не будет мерзнуть. Так-то под ним вообще прикольно. Сейчас тепло вот по бокам, когда вот там, где его нету. Здесь вот гамак-то холодный получается. Но мне не привыкать. Я же в нем спал в -10. В походе в -5 всегда было ночью. 10 дней мы шли. Шуя Укса в Карелии, сплав был майский. Кстати, есть клип. Там музыка жестковатая, поэтому что-то его как-то не выкладывал. А с другой стороны, что бы не выложить. Наконец-то я сплю в гамаке, как и хотел. Думал, что с первых дней буду, а что-то не получалось. Сегодня, вот видите, очередной момент к тому, что я немножко напрягся, пересилил себя. Потому что я уже был готов остаться в машине. Не лень было все вот это вот делать. И вот результат этого напряжения. Вообще ничего это мне не стоило. Было интересно, повесить систему, все. Главный результат, а не те трудные действия, которые приходится произвести к этому результату. Они быстренько остаются в прошлом, и ты про них уже не думаешь, забываешь. А результат остается. Ладно, будем спать. Время уже 0 часов. 8 вставать, в принципе, высплюсь нормально. Я думаю, завтра на работу. Еще помыться. Завтра что-то я не придумал, кому ехать домой мыться, и походу я, наверное, здесь помоюсь. Ладно, до завтра. Какой ночи. Доброе утро всем. Что, как спалось? Так, в среднем. Конечно, спальник уже вот этот потерял свои свойства. Раньше он гораздо был лучше, сейчас вот сквозь него холодновато. Ноги вытягиваю, когда холодно, пришлось, калачиком вот так вот сворачивался. Клубком, чтобы более-менее так себя чувствовать в тепле.
Ну и нормально. Ну так, зябко. В машине, конечно, ну, покомфортнее все-таки в плане. Вот к стене вот прислоняешься сюда, холодно становится к бокам. А так очень же круто вот так просыпаться на свежем воздухе. Поваляться еще чуть. Ладно, надо вставать. 3 градуса показывает в Якутске. Пар уже идет изо рта. Но это, наверное, ночь сейчас, мне кажется, потеплее. Не успел снять, авария тут у меня произошла, блин. Закипела это, начала вот так, видимо, ее колбасить, упала. Тут я прибегаю, огонь полыхает. Эта штука, блин, газ. Сломалась, это болтик открутился с 2 сторон здесь. Надо следить, сидеть, блин. В горах так и мылись, по-другому никак. И то водички столько не нагреешь. Там что-то экономили газ. Чуть-чуть. Кипятил быстренько. Обтерся и все. Блин, прилип немного в пробочке. С Чурком решили пойти в баньку с Аней. Дядя Баня. Помыться надо нормально мне. Аккуратненько поснимаю баню, чтобы никто не видел из спальни. Баня очень хорошая, на Жирницкого. Мне сразу в нее попал, как только приехал. И вот, ну, сходил несколько раз. Потом времени уже не было. Какой зал? Время 11. Уже вечера. Банька опустела. Можно поснимать немножко обстановку. Саня, прячь писюльку. Нормальный жар? Такая вот тут шикарная парилка, вообще здоровая. Сегодня будний день, поэтому людей немного. Ой, капец. Что-то мы сегодня жестко попарились. Я решил, что я, наверное, заночую на Зеленом лугу, уже не поеду никуда. На сопке, это уже далеко. Время уже, считай, час почти. Ну, час, еще первый час. Сегодня перед баней вот на площадке хорошенько позанимался. Я после работы там дела поделал, поездил, забежал сюда, потом в баню. Раньше ты постоянно тормозил, каждый вечер там что-то непонятно чем вообще занимался. Что-то делал, ну просто тюленил, отдыхал, ничего не делал. И каждый раз заставить себя что-то сделать, блин, так сложно. У меня вот есть даже пример, я помню, ходил интенсивно на тренировки, там на единоборство. И каждый раз идти не хочется, ты после работы устал, ты идешь, вот, я прям как сейчас помню, что ты знаешь, что тебе будет круто по результату, что ты выйдешь с тренировки такой довольный, просто вау, хорошо, что я себя заставил. И все, но через 2 дня ты это чувство забываешь, ты выходишь с работы, вот, и у тебя стоит дилемма перед тобой. Либо поехать потюленить дома, ты знаешь, что ты ничего не будешь делать, ты будешь тупить, там, отдыхать, валяться, там, херней страдать. Либо ты пойдешь на тренировку, ты сейчас догоняешь, там физически нагрузка будет жесткая. И даже было, что я в метро стою прямо вот перед турникетом, придумываю всякие какие-то оправдания, отмазки, что да, у меня вот нога болит, блин, да я что-то себя плохо чувствую, все равно там ничего не получится. И потом уже раз там в метро чик прошел вперед, и, ну, чтобы уже себе не дать уже возможности обратно уйти. Я такой, ладно, в метро уже шел, спускаешься на автомате и уже поехал там. Отзанимался, отбегал, там, уже после тренировки там задержался в зале, там, вообще круто. И выходишь, у тебя такое, ну, ломота в теле прикольная, и ты, ну, кайфуешь от того, что ты все-таки, ну, твой вечер прошел не зря. Это реально прикольное чувство. Когда ты его не протюленил, не протормозил, просто впустую потратил. А нам зачастую всегда, чаще всего это проще, и этого хочется. Потому что наша внутренняя вот обезьянка, которая у нас в башке сидит, ей вот ничего этого не нужно, напрягов никаких. Нужно вот в зоне комфорта находиться, все хорошо.
Это же неправильно, блин, в корне неправильно. Такой кайф, когда ты делаешь полезные дела, и ты понимаешь потом по результату, потому что важно только результат. Вот вы, допустим, вечером просто ничего не делаете, да, и никакого результата. Либо вы что-то сделали, напряглись, но этот напряг проходит, и вы потом остаетесь только с результатом. Напряг остается где-то сзади. И результат вас радует, потому что вы все-таки его достигли, этого результата. То есть это какой-то шаг вперед, это какая-то польза, которую вы добились за этот день. Даже сейчас, там приходишь домой, надо что-то видео монтировать, и ты, блин, да не хочется, вообще устал, я хочу просто затупить, какую-нибудь киношку посмотреть. Очень сильно хочется, вообще нереально. И ты просто себя заставляешь. Я думаю, что многие это испытывали, и все равно постоянно эта борьба с самим собой, конечно, эта штука такая интересная. Приходится постоянно бороться. Но надо потихоньку начинать побеждать все чаще и чаще. И когда ты делаешь, когда ты реально достигаешь в этом успеха, у тебя успех начинает во всех сферах уже в жизни идти. И снова зеленый луг. Куда мы поедем сегодня? Надо поискать какое-нибудь, может быть, поуютнее местечко. Полицейские молодцы, бдительные ребята. Как всегда, моя машина оказалась подозрительной. Остановили меня, сейчас проверили. Такие вежливые, культурные. Понравилось очень. На самом деле. Даже не волновался так по-хорошему. Там что, как, где. Говорят, не ночуй здесь так далеко, не заезжай. Лучше вот там встань на входе поближе. Мало ли, говорит, тут что. Я, говорит, побоялся бы. Я говорю, еду, сам боюсь. А я, оказывается, с багажником открытым ехал. Блин, даже не почувствовал. Они говорят, мы едем на распашку у тебя. Говорит, я вот воду налил. А у меня, оказывается, дверь открылась, я вообще не чувствую, еду. Охренеть, они, конечно, за мной поехали. Типа, ты что, говорит, подъезжаем, а у тебя уже закрыто. Я, видимо, спускаться стал, она захлопнулась. Вот такая вот она кочевая жизнь. Всегда приходится с органами правопорядка сталкиваться. Но это правильно, я подозрительный элемент с такой темой. Согласен. Так что, мужики, если увидите меня, вам привет. Спасибо за вашу бдительность, за культурность, вежливость. Было приятно пообщаться. Все-таки решил встать в том же месте, где я на вторую ночь ночевал. Здесь как-то, по открытии, что ли, поспокойнее будет. И так уютно, вроде в кустики заехал, сбоку. Полиция уже меня знает, что это я. Ездит, охраняет. В том числе. Сейчас разберу все это барахлишко. Бардак, конечно, такой, блин. Терять начал вещи уже даже в машине. Крышки от термоса потерял, носки все куда-то, замылил. Сейчас надо рыться, искать, все переживать. Ладно, все. Спокойной ночи. Забыл завести будильник, чуть не проспал. Хорошо, внутренний будильник стал срабатывать. Давно уже просыпаюсь до будильника. Уже вот как здесь живу. Психика успокоилась. Погодка вообще шикардос. Небо чистое. О, круто. Последние солнечные деньки. Насладиться. А так бы я дома проснулся и солнце бы не почувствовал. Потом бы выбежал на улицу быстренько на работу и все. Сейчас хотя бы полчасика можно походить, позагорать. Так, ладно, что, помыться надо. Только я потерял куда-то свою горелку. Кусок горелки, придется так холодненькой водой умываться. Нормально, можно так без душа обойтись. Вчера после бани, в принципе, я не грязный, я так сейчас освежить тело. Ну все, чистенький. Традиционный завтрак: йогурт и кусочек сыра. Сыр я очень люблю. Уехал, забыл полотенце. Вот такой вот уголочек. Нормально, что, кустики? Заезжаешь и ночуешь. И все, очередной рабочий день начинается. Вот так и живу. Весь день на работе, вечером что-то придумаешь, что-то делаешь. И желательно что-то полезное. Так, ну что, 10 сентября. Сегодня моего кореша у Илюхи день рождения. Так вышло. Илюха с нюхтя. Поздравляю. В общем, сегодня, наверное, мое кочевничество заканчивается частично. Мне сегодня, две темы получилось, что сообщили, что квартира, которую я жду, так и не освободилась. Еще на неделю переносится, до выходных, там где-то так. И одновременно получилось, что знакомая моя
уезжает в Таиланд сегодня как раз. И получается, что можно у него пожить. И на самом деле уже на улице будет холодать. Сейчас такая погода не очень. И, не дай бог мне заболеть. Потому что сейчас, чисто по работе получается, что, ответственность на мне высокая. Уже не очень хорошо так вот. Потому что и сон похуже, на самом деле, да, чем, вроде кажется, что все нормально, но это копится. Усталость может накопиться, что это может сказаться уже на результативности, на рабочей. Пора завязывать с этим кочевничеством. Погулял немножко, потестировал. На себе мне очень понравилось. Но пора и честь знать. Вот видите, вот эти домики двухэтажные. Я так понимаю, что это вот то место, где я буду временно жить. Первые этажи гаражи, а вторые этажи это квартиры. Я так понимаю, что там как студии. Очень необычно, я такого еще не видел нигде. То есть вот так вот оно. Любопытно. Вот входы в подъезды такие вот. Оп, и наверх на второй этаж. Я наконец-то сплю в нормальной постели. Сегодня, наверное, высплюсь. Все, спать. Сегодня проснулся, было двоякое чувство. Вроде бы ты проснулся в комфорте, в постели, теплое, тебе хорошо, нормально поспал. Но вот на улице такая погода шикарная, это последние деньки. И думаешь, блин, когда вот вышел, думаю, как круто было бы все-таки на улице проснуться, загорать, походить. Тоже во всем есть свои плюсы, надо их видеть. На самом деле, блин, очень интересный опыт у меня сейчас был. Внутри прям что-то так, признаюсь, изменилось. Это очень хорошо. Сегодня у меня такой ужин. В Якутске делают розовую шаверму. Прикиньте, называется московская, а есть еще питерская. Я решил московскую взять. Там побольше ингредиентов. Ну что, мое проживание в этих забавных домиках закончилось. Недельку я тоже где-то пожил. Необычное место, конечно, да. Все, сегодня наконец освобождает мою квартиру. То есть ее вчера уже освободили. Так что посмотрите сегодня, как я устроюсь на ближайшее, долгое время. Я там планирую длительно пожить. Наконец-то я заехал в свою квартиру, которую я арендовал. Но это именно та квартира, которую я хотел. На самом деле, тут не навье. Я когда искал, смотрел квартиры, которые прям навье, там дом новый. Нет там того уюта, которого ты ищешь, на самом деле. Для меня именно. А тут, вот, давайте заценим все вместе мою новую уютную квартиру. Во-первых, вот это вот. Это очень круто. Сами понимаете, зачем. Это мое рабочее пространство. Мне как раз именно так и нужно было. Это гораздо круче, чем у меня было в той квартире, в которой я жил до этого. Вот это просто бомба. Когда я увидел этот турник на фотографии, я сказал, все, для меня все понятно, все решено. Только у меня такой же дома в Питере. Система, это брусья, турник, вот он перевешивается так на эти, делается брусья. Грушу куплю, сюда повешу. Будет вообще тема. Можно спортом заниматься, не отвлекаясь от работы. На самом деле это очень хорошо, потому что мне обычно на это время не хватало идти в зал, либо монтировать, сидеть, либо, реально. А тут можно все одновременно успеть. Ортопедические подушки мне даже оставил. Вообще крутяк. Я причем сейчас жил, у меня получилось, что я жил на 2 квартирах, помимо того, что я жил в машине, и обе девушки Маши. Маше спасибо вам большое за то, что меня приютили. По недельке у каждой я пожил, недельку в машине, итого 3 недели я ждал эту квартиру. Походная зона, сюда вот рюкзак, там всю фигню байдарку сюда, чтобы она на улице не хранилась или в гараже. Здесь шмотки, все дела, то есть очень крутая тема. Потому что смотрел квартиры, там ничего не было, вообще ничего, а тут есть все. Валера мне, даже он обещал мне телевизор, хоть мне телевизор не нужен, допустим, что-нибудь там, когда все дела сделаешь, в субботу вечером я иногда раз в неделю позволяю себе посмотреть какую-то киношку. Собственно, можно будет завалиться и здесь посмотреть на большом экране. Дом старенький, это называется... Как же они тут называются-то? Забыл. Панельный дом 4-этажный. КПД. КПДшка их называют. Но я на самом деле всегда хотел пожить в таком доме. Потому что, я был, допустим, у себя, жил в Сосновом Бору. И ребята жили в старых домах. Мне всегда было интересно, каково это в них жить. Поэтому здорово, поживем, посмотрим. Надеюсь, вам было интересно со мной покочевать. Я еще, правда, не видел, что я там наснимал. Сейчас буду монтировать, посмотрю. Все, всем пока. Давайте.